Добрый день, дамы и господа! Сегодня в нашем репортаже мы рассмотрим проблему, знакомую даже с самым экономически развитым странам, но наиболее остро она стоит в развивающихся странах. Итак, тема нашего выпуска «Пятая цель устойчивого развития – гендерное равенство». Женщины и девочки составляют половину населения планеты, что равнозначно половине потенциала человечества. Однако на сегодняшний день нет достижения полного равенства мужчин и женщин с точки зрения их прав и возможностей. Относительно данной темы высказался генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. Существование гендерного неравенства в наше время – это огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека. Я говорил это раньше и скажу еще раз. Гендерное равноправие – это вопрос власти. Пришло время признать потенциал женщин и во всех сферах жизни искоренить гендерное неравенство, которое является следствием глубоко укоренившихся патриархальных взглядов и женоненавистничества. Впервые в истории ООН удалось добиться гендерного паритета среди старших должностных лиц организации. В ближайшие годы гендерное равенство будет существовать во всей системе ООН и на всех уровнях. Без участия женщин не удастся реализовать повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для мира крайне важно покончить с гендерным насилием во всех его проявлениях. Однако какова ситуация на сегодняшний день? На сегодняшний день мировое сообщество активно работает над достижением гендерного равенства. Деятельность организации в поддержку прав женщин началась с момента провозглашения ее устава. В 1979 году Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая является международным билем о правах женщин. 2 июля 2010 года была создана новая структура ООН по вопросам расширения прав и возможностей женщин. ООН «Женщины» – это ведущий орган, который координирует работу системы ООН в вопросе гендерного равенства. Для того, чтобы понять значимость и незавершенность процесса решения проблемы, стоит взглянуть на следующую статистику. Во-первых, по всему миру женщины зарабатывают на 24% меньше, чем мужчины. Также 750 миллионов девушек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста. Около 200 миллионов женщин подверглись калечащим операциям на таких женских половых органах. Также в 49 странах отсутствуют законы, запрещающие домашнее насилие. В свою очередь, 19% женщин в возрасте от 15 до 49 лет подверглись физическому и сексуальному насилию. На долю женщин сегодня приходится 23,7% мест в государственных парламентах, что не отвечает принципу гендерного паритета. Доля прав женщин на землю составляет лишь 13% в глобальном масштабе. В 46 странах доля женщин в одной палате парламента составляет не более 30%, и почти 60% женщин работают в секторе неформальной экономики, что подвергает их большому риску обнищания. Поэтому нужно решать проблемы женщин и девочек, которые являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире. Совсем недавно правозащитники ООН выразили крайнюю обеспокоенность по поводу социальной защиты женщин в некоторых регионах. На спецсессии Совета ООН обсудили ситуацию с правами женщин в Афганистане, где любые попытки женщин заявить о своих правах встречают жестокое сопротивление. Наша редакция взяла интервью у гражданки Афганистана Зейнат Музнаби. Добрый день, меня зовут Зейнат, я из Афганистана. На данный момент проживаю в Республике Казахстан под статусом беженца. На сегодняшний день женщины моей страны находятся в полном контроле мужчин и в тотальном патриархате. Есть запреты на обучение вместе с мужчинами, находиться без сопровождения мужчин, быть в публичном месте без хиджаба, несмотря на религиозные взгляды. А также нельзя освещать события на международном уровне, и также нельзя занимать высокопоставленные должности. К сожалению, на сегодняшний день с последними событиями женщины не могут получить высшего образования. Дозволено обучаться только до 9 класса в крупных городах. А в других регионах в связи с тем, что нет школ, дети не могут получить должного образования.
в афганских семьях большее предпочтение дают мужскому полу. Но в моей семье поддерживаются как и мальчики, так и девочки. К сожалению, я бы не смогла достичь своих целей и не могла бы получить должное образование. На данный момент, да. К сожалению, прогнозы не самые лучшие, но я верю, что есть вероятность что-то изменить. Я считаю, если данную проблему освещать как на международном уровне, так и на локальном уровне, то есть вероятность изменить ситуацию. За годы независимости Казахстан предпринял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Несмотря на это, проблема неравенства все еще остается актуальной и требует дальнейшей эффективной работы. 6 июня 2022 года среди жителей города Алматы был проведен опрос по теме прав женщин. Давайте узнаем о его результатах. В отношении к феминизму 48% отзывались положительно, 10% отрицательно, а 42% нейтрально. Также 58% из них сталкивались с ущемлением прав женщин, 22% такого не видели и 20% опрошенных отказались отвечать на данный вопрос. Считаете ли вы, что в Казахстане существует проблема гендерного неравенства? Я думаю, нет. Считаете ли вы, что в Казахстане существует проблема гендерного неравенства? Да, считаю. И в чем она проявляется? В разных аспектах, допустим, в политических каких-нибудь партиях в основном больше мужчин, нежели женщин. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы женщин ущемляли на работе, например, на учебе? Что? Чтобы женщин ущемляли в правах, там, например. Я сам не видел. Вы не видели такого? Явно знакомы с что такое феминизм. Вы можете сказать, как вы вообще относитесь к данному движению? Не отрицательно, положительно, может, нейтрально? Я отношусь к феминизму очень даже положительно, потому что я сама являюсь, можно сказать, ярой феминисткой. Феминизм борется за равноправие. И я полностью поддерживаю феминизм. Знаете, сейчас просто еще немножко искаженный вообще понятие феминизм, но если говорить о правильном феминизме, я, в принципе, не против, типа нейтрально отношусь. Считаете ли вы, что женщина имеет право работать на одном уровне с мужчинами? Да, без проблем. Будь у вас власть, как директора компании, например, вы бы наняли мужчину или женщину? Мне без разницы, кто хорошо работает, того и выбрал бы. 14% отрицают данную проблему, а 10% затруднились ответить на данный вопрос. 79% считают, что в современном мире мужчины и женщины должны иметь равные права, в то время как 21% считают, что мужчины и женщины не должны быть равны, так как они разные по природе. Если рассматривать действия, предпринятые Казахстаном, то законодательным актом в сфере гендерной политики является принятый в 2009 году закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Казахстаном ратифицированы ряд основополагающих международных актов, подтверждающих приверженность правительства к расширению прав и возможностей женщин и искоренению любого рода неравенств во всех сферах. Стоит отметить, что проблемы в Казахстане решаются и на уровне высших учебных заведений. Казахский национальный университет успешно реализует программы по достижению гендерного равенства и борьбы с насилием против женщин. На базе университета действует Союз женщин КАЗНУ. При университете также работает Центр гендерных исследований, научно-исследовательский центр гендерного образования, также Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и научно-технологический парк КАЗНУ имени Аль-Фараби уже 3-й год организует программы STEM образования среди девушек. Сегодня КАЗНУ вносит качественный вклад в достижение цели. Таким образом, в настоящее время в мире сохраняется гендерное неравенство, которое приводит к застою в социальном прогрессе. И только через достижение цели устойчивого развития в наших силах изменить ситуацию и создать поколение равенства.